Руководство нашего региона сделало отличный культурный подарок всей республике. С конца ноября прошлого года и практически по настоящее время в городах и районах Коми побывал настоящий творческий десант. Республиканская акция «Добрый Новый год» охватила весь регион. Подробнее расскажет моя коллега Таисия Жакова. Что делать? Ведь дети так ждут Кэджик Пэля. Он посохом должен коснуться везде, чтоб все, кто уснули, проснуться сумели, а все их желания в его бороде. Это старт новогодней акции, которая впоследствии охватила всю республику. Оригинальный спектакль первыми увидели дети Кайгородского района. Каждый ребенок мог лично познакомиться с Ягмортом, Райдой и другими героями Коми-сказок. Я уже не Дед Мороз, а Кэджик Пэль. У нас есть Перо-богатырь, у нас есть Райда, у нас есть Ветер. Есть, опять же, самый злобный персонаж нашей мифологии – Ягморт. И вот на этой основе сделали такую сказочку. В общем, достаточно интересно получилось, необычно, главное. По республике «Добрый Новый год» колесил автобусом и даже поездом. Это главный транспорт труппы – поезд «Сияние Севера». До большинства городов и районов сказочные герои добирались именно на нем. И уже на перрон выходили в образе, чем удивляли встречающих. Север, здравствуй! В Ухту творческий десант привез не только компанию Кэджик Пэля, но и лучших артистов со всего региона. К акции присоединились сыктывкарская кавер-группа «Лайм» и ухтинские танцоры United Beat. Впрочем, «Добрый Новый год» – это не только концерты и спектакли. К примеру, в Воркуте гости давали мастер-классы. Педагоги, танцоры, работники культуры изучали новую технику народной хореографии. А участники акции тем временем искали новые таланты. Преподаватели на местах увидят талантливых детей и помогут нам на уровне, на нашем, найти талантливых детей для дальнейшего обучения в гимназии искусств. Потому что республика наша небольшая, талантливые дети есть, но выявить их можно только на местах при помощи преподавателей, которые работают в городах республики. Предновогодние программы увидели в 8 городах и 12 районах республики. «Добрый Новый год» стал заключительной акцией Года добрых дел. В нашей жизни есть что-то большее, чем, знаете, там, материальные ценности, еще что-то. А именно вот так бескорыстно помочь и принять участие в каких-то проектах. И это было огромное количество. Поэтому, честно говоря, ожидания превзошли себя. И я уверен, что мы и дальше продолжим эту практику. Может быть, она уже будет постоянной. И, конечно, мы требуем сегодня и от себя такого же самого подхода. И, конечно, безусловно, к преддверию столетия мы вообще-то должны уже стать что-нибудь по жизни. Вот некими такими волонтерами. Все, кто стал частью большого проекта, отмечают волшебный и всеми любимый праздник, когда загадываются и исполняются желания. Акция «Добрый Новый год» смогла украсить и сделать по-настоящему особенным. Гости нашей студии – главный организатор акции «Добрый Новый год», директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова и участник творческой команды писатель Григорий Спичак. Здравствуйте, дорогие гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Мария Алексеевна, можно как-то, наверное, уже подводить итоги. Насколько масштабной получилась эта акция? Да, действительно, эта акция можно назвать очень масштабной. Наверное, это первая такая масштабная акция, которая прошла в Республике Коми. За весь этот период мы провели более 70 мероприятий и охватили практически 15 тысяч зрителей. Практически 1,5 месяца, можно сказать. 1,5 месяца с конца ноября и по 31 декабря творческий десант стартовал по всей республике. Мы побывали в 8 городах и 11 районах Республики Коми. К моему сожалению, конечно, мы не добрались до Усыльмы по погодным условиям, но я очень надеюсь, что в начале 2018 года Добрый Новый год и порадует жителей Усыльмского района своим творчеством. Григорий Иванович, вы как отнеслись к тому, что вам предложили поучаствовать? Я вообще узнал об акции, вообще приглашение получил за 1,5 дня до выезда. Ехать должны были Надежда Александровна Мирошниченко, Галина Васильевна Бутарева и Андрей Гелич Попов. Что-то там произошло, и за 1,5 дня до выезда предложили. На удивление, у меня как раз неделя выпала свободная. Я с удовольствием поехал. Звезды сошлись, да? Да, с удовольствием поехал и поучаствовал. Насколько большой была группа? Сколько человек в целом было задействовано в этой акции? Но основными участниками акции, конечно, были артисты и работники Коми республиканской филармонии. Но кроме этого к нам подключились артисты театра, оперы и балета, работники гимназии главы при главе республики Коми, наши писатели. И общее количество, наверное, кто принимал участие, более 150 человек.
Да. Григорий Иванович, вот те задачи, которые, может быть, вам ставили, когда только объявили, что вас приглашают в эту акцию, и вот в итоге что получилось? Они немножечко разнятся, или вот вы свои задачи, которые вы сами перед собой Так ведь задачи ставили нам не здесь, а задачи ставили нам наши зрители, наши читатели, да, с кем мы встречались. И, конечно, звучали вопросы, звучали предложения. Все это мы привезли, и, наверное, когда будут анализировать итоги, да, то в новые планы, в новые проекты мы, конечно, внесем пожелания наших читателей, наших слушателей, зрителей. Там и дети, и взрослые. Очень интересные аудитории были, очень, с интересными вопросами. Ну вот проект, на самом деле, вот масштабный, он не только по количеству охваченных городов, по количеству артистов, творческой группы, да, которая участвовала, но и даже по тем нюансам, которые вот обеспечивали, скажем, вашу жизнь, да, то есть вы путешествовали и на поезде, да? Да. И на автобус, отличном поезде, я бы сказала даже, да? То есть вот это же все тоже нужно было организовать, логистику вот эту продумать, а времени это было не так много, да? То есть это же не год планировался. Нет, где-то осенью такая идея возникла у нас у главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова. Да, мне очень приятно, что именно эту акцию и такое масштабное мероприятие доверили именно Коми Республиканской филармонии. Я уверена, что мы с этой задачей справились. И основная цель наша была принести праздник, подарить радость всем жителям республики. Мы по задачи, которую нам поставил глава, должны были посетить каждый уголок нашей необъятной малой родины. Все получилось, мы побывали везде, действительно мы добирались на удивительном поезде «Сияние севера», мы добирались автомобильным транспортом, ну, наверное, только на оленях мы не доехали. Вот. А так, конечно, правильно коллега говорит, что на удивительный поезд, который тоже нам подарил такой 10-дневный потрясающий период, потрясающий тур, да, по северным нашим городам, потому что вот именно комфортабельность поезда, которая была, те условия, которые нам правительство Республики Коми, Министерство промышленности предоставило, конечно, это было вообще удивительно. Ну, тут, конечно, еще спасибо, я, извините, скажу своей лаверды, так сказать, Марине Алексеевне, потому что, правда, при всех накладках, как быстро это оперативно решали эти вопросы, отделы культуры на местах. Ну, просто, вот, не знаю, у меня претензий вообще ноль, да, вот ноль, потому что умудрялись быстро, оперативно, точно. И... То есть получилось такой настоящий праздник и удовольствие для всех сторон. Для всех сторон, да, потому что да. принимали участие, да, огромное, конечно, спасибо всем руководителям муниципалитетов, потому что все проблемы, ну, практически, в принципе, их не было, но какие-то шероховатости все равно, наверное, были, так как мы это делали первый раз. Мгновенно все это решалось, мгновенно все какие-то проблемы, которые возникали, они решались, и за это огромное спасибо руководителям. Потому что, знаете, понимание было, настроение было, да, и как-то все это по-человечески. Был позитив. Одно к другому складывалось. Да. У самих артистов республиканская акция «Добрый Новый год» вызвала немало эмоций. И вашему вниманию лишь некоторые из них. Вы знаете, когда поездка вот приближалась, вот мы должны поехать, какое-то волнение было долгая акция, такая продолжительная поездка. Но когда уже пришел последний день, мы не заметили, как быстро пролетело время. Настолько это, видимо, было легко. Мы были все в таком вдохновении от нужности, я говорила, этого проекта, что, я не знаю, все было здорово, замечательно. Здорово было то, что приходили не только взрослые, но и молодежь. Разного возраста люди приходили, смотрели, очень поддерживали, радовались, мы дарили эмоции. Особенно то, что вот мы танцуем в таких глубинках, вот, молодежь, она как бы смотрит, ну, допустим, к чему можно было бы стремиться, и что у нас есть вот такие вот личности яркие, классные танцы, современные. Они это смотрят и, возможно, даже хотят вот подражать. А так дети, они везде остаются детьми, они радуются Деду Морозу, они радуются подаркам, они радуются тому, что происходит действие какое-то необычное. Не просто пришел Дед Мороз со Снегурочкой, у нас целый спектакль. Тут и силы добра, и силы зла, и все всегда опять побеждает добро, и здорово. Особенно ведь в районах люди очень мало видят профессионалов, то есть профессиональное исполнение. И это очень ценно, посмотреть профессиональный концерт, то есть концерт профессионалов-артистов. Я думаю, что вот спасибо, конечно, организаторам, что у нас получилось людей порадовать вот этой акцией.
Алексей, можно сказать, что все-таки дети самые главные зрители, и вот тот отзыв вы больше получили все-таки от них? Но самый главный зритель любой, и детский, и молодой, и взрослый. И опять же, мы постарались охватить все возрастные категории. Вот, конечно, мы не могли не подумать о наших самых маленьких и юных зрителях, и поэтому было создано такое театрализованное представление, но мы отошли от стандартного Деда Мороза, Снегурочки, зайчиков, ежиков, которые мы привыкли видеть в новогодних каких-то сказках и наших, может быть, детских каких-то мультфильмах. Мы решили все-таки, так как мы живем в Республике Коми, мы решили сделать именно по нашим героям, по героям именно коми-фольклора, чтобы дети знали, кто такой Егморт, кто такой Войпель. Вот. И действительно, вы знаете, вообще ребенка обмануть, наверное, нельзя. И вот именно по тем улыбкам, по тем впечатлениям, которые, по тем эмоциям, которые дарили нам дети, наверное, вот опять же я хочу повториться, что нам удалось. Вот. Я переживала очень сильно, когда мы готовили именно театрализованное представление, потому что ансамбль «Зарниёль» прекрасно знают в Республике Коми, вот, его встречают всегда бурными аплодисментами. Викторию Пыстину тоже это один наш из лучших голосов Коми Республиканской филармонии и всей республики. Вот. Также молодежь наша, Лайм и United Beat тоже известны. Но вот у меня немножко было такое опасение, как наши дети будут реагировать именно на наших сказочных героев. Но, опять же, все удалось, все получилось, мы не ошиблись. И я думаю, что теперь они знают наши основные коми-персонажи. Григорий Иванович, вам что больше всего запомнилось вот в поездке? Ну, я давайте скажу тоже не только от себя, а еще и от моего партнера Татьяны Алексеевны Кановой, что мы были приятно удивлены глубиной разговора, да, аудитории такие и детские, и взрослые были, и порою такое разнообразие, такая глубина понимания процессов современной литературы, что, признаться, удивлялись. Вот особенно поразили школьники Печорской школы номер 3, которые засыпали нас вопросами, там, да, или в Винте была очень разнокалиберная, разновозрастная, да, аудитория, которая очень тепло приняла Татьяну Алексеевну с ее стихами. Она вообще у нас молодец, марафонец, и вот она как-то погружала вот в это, в понимание основ жизни, да, своими стихами. Вот. Но в Винте, не знаю, как у Татьяны, у меня вот, например, осталось чувство вины перед читателями, потому что мы же, в отличие от артистов, аудиторию разогреваем для того, чтобы начался главный разговор. А тут мы ее как бы подняли, аудиторию, а нам на автобус, а нам уходить. И вот, казалось бы, говорить, да, казалось бы, да? вот, и тут вот, и у меня вот есть немножко чувство вины в нескольких ситуациях, когда, ну, я видел, просто люди хотели продолжения разговора, а время, или там график, там, или еще что-то. Ну, вот Инта, Печора, Усинск, замечательные аудитории, замечательные. Я вообще назвал бы все города, да, но я просто эти вот, которые сейчас вот в памяти всплыли, я вот их вспомнил. Ну, вот, как мы уже говорили, основным транспортом этой акции стал поезд «Сияние Севера». Мега комфортабельный, так? Артистам было хорошо. И выходили-то на перрон уже все, готовые образы, правильно я понимаю? Как встречали-то вообще города? Ну, абсолютно верно, что все-таки душевное состояние артиста, вообще вот желание выходить на сцену, с каким настроением, все-таки действительно зависит от того, какие условия мы, руководители, им предоставляем. И то, что нам предоставила Республика Коми, руководство республики, это, конечно, просто потрясающе. Я думаю, что все, кто были в этом удивительном поезде, запомнят, наверное, эту акцию и вообще наше путешествие надолго. Вы знаете, у нас даже были между собой такие разговоры, что для чего нам были нужны гостиницы. Потому что, если честно, не хотелось выходить, настолько было уютно, настолько было тепло. И я вот думаю, что со мной согласитесь, какой у нас был удивительный там состав, начальник поезда. Надо это, конечно, отдельно огромное им спасибо руководству РЖД, потому что команда вот именно обслуживающего персонала была такая подобрана. Но это мы так с ними сроднились, и когда в Ухте мы расставались, поверьте, ну на глазах, наверное, были слезы у каждого из нас, потому что вот за 10 дней мы стали действительно очень такими родными, близкими людьми. А города встречали ведь тоже очень здорово. Им тоже стоит сказать большое-большое спасибо. Абсолютно верно. Работа проведена в
в каждом городе, в каждом районе колоссальная. Работа проведена огромная. Это создать все бытовые условия артистам, питание, проживание. Вот. Это должно быть, ну, настолько было все отработано, настолько это было все четко. Никаких, мне кажется, препятствий у нас не было. У нас вот только, наверное, было желание творить, дарить радость, дарить действительно такое предновогоднее настроение нашим зрителям. Ну и только благодаря им. Не буду говорить, в каком городе, но местное телевидение, значит, подошло с вопросами, с таким скепсисом. Вот. Но после наших выступлений смотрю, значит, вечерние передачи. В интернете специально смотрел. Абсолютный позитив. Абсолютно. То есть вопрос, ну, снятый вопрос. Все было хорошо. Давайте узнаем, какие впечатления остались у жителей Усогорска. С нами на связи специалист Центра национальных культур Маргарита Пуцик. Маргарита Сергеевна, добрый день, добрый вечер. Добрый вечер. Слышала, что вот для Усогорска это было на самом деле особенное событие, и давно на Удру не заезжали настолько профессиональные артисты. Это так? Это так, все верно. Какие эмоции, как встречали? Поделитесь с нами. Все остались довольны. Мультконцерт, ничего на свете лучше нету для воспитанников детских садов. Прошел просто на ура. Ребята были довольны, с удовольствием подпевали Ольге Кравцовой. Она исполняла песни из любимых мультфильмов. Они играли, танцевали, веселились. Для них был настоящий праздник. А в конце каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок. Вечером шла концертная программа Александра Балашова «Я люблю тебя, жизнь», где прозвучали всеми любимые песни военных и послевоенных лет. Зал был практически полный, пришло очень много ветеранов, зрители тепло принимали солиста, от души ему аплодировали. Но мы на самом деле надеемся, что эта акция будет ежегодной. И мы еще не раз встретимся с талантливыми артистами. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Но вместе с артистами по республике путешествовала и книга отзывов, где зрители, как и в любом театре, могли оставить свои впечатления, закрепить их на бумаге. Эта книга вот сейчас у меня в студии, я вам хотела ее продемонстрировать и процитировать некоторые буквально, потому что отзывов много, и хочу вот несколько назвать. Печора. Все происходило на сцене выше всяких похвал. Были вдвоем с супругом, получили огромное удовольствие. Ушли заряженной музыкой и красотой. Айкина. Приехали с дочкой из Жешарта. Очень понравились герои. Особенно понравилось, что это было на коми-языке. Приезжайте к нам еще. И великолепное исполнительское мастерство. Талантливые артисты. Желали бы слышать чаще. Воркута. Огромное спасибо за прекрасный праздник. Получили большое наслаждение. Отдельное спасибо за живую музыку. Инта. Незабываемо. Очень много эмоций осталось после концерта. Мы вас любим. Приезжайте еще. И Сосногорск. Спасибо вам огромное за волшебный праздник. Детям очень понравилось представление. Ждем еще раз гости в Сосногорске. Вот это память. Правда ведь? Вот навсегда. Ну, то есть наверное, эмоции, они же немножечко поутихают, а вот это вот навсегда. Да, наверное, это останется навсегда. И у нас изначально, как только мы начали вообще думать над этим проектом, вот возникла идея создать такую книгу отзывов. Там есть не только отзывы, там есть... я хочу как раз-таки открыть, показать, отчет, что там не даже только... такой фотоотчет, да, что, ну, это будет, я думаю, что приятно и артистам через какое-то время открыть и прочитать все пожелания, которые писали, и все отзывы, которые написали о них зрители. Ну и, конечно, вот именно фотоотчет, я думаю, что еще раз напомнит о такой удивительной, потрясающей акции. Какие-то выводы, вот вы как-то вот, это просто эмоции или все-таки какой-то анализ? Наверное, это анализ. Это анализ, это вообще, наверное, выводы нам, как организаторам этого проекта. Нужно ли это, необходимо ли вообще вот такие крупные творческие, я не знаю, проекты, творческие выезды вот именно по городам и по районам Республики Коми. Вообще, насколько сейчас близки наши зрители к культуре, насколько это необходимо. То есть, конечно, вот именно основная такая наша задача была узнать, то есть нужно ли это делать нам в будущем. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь.
Сегодня в эфире «Детали дня» мы вспоминаем ту праздничную новогоднюю атмосферу, которая царила в республике. Ленты информагентств и социальных сетей просто пестрили фото и видео подтверждениями. Новый год шагает по республике. К примеру, в Усинске на улице Парковой местные жители заметили Деда Мороза и Снегурочку, которые ехали по дворам на лыжах. За спиной у Деда Мороза висел мешок. Очевидцы предположили, что сказочные персонажи торопятся к детям, которых еще не успели поздравить. И там же, в Усинске, автолюбители подарили горожанам необычную елочку. Отклик на флешмоб был таким эмоциональным, что в начале января водители собрались вновь, чтобы выстроить из своих железных коней еще одну новогоднюю композицию. 48 авто создали снежинку и еще 13 елочку. Ухтинцы тоже поддержали идею. Они выстроили свои автомобили в форме снеговика. Этим поздравили всех с Новым годом и добавили горожанам своими снимками настроение. А еще интернет активно обсуждал оформление праздничных площадок и красоту главного символа Нового года – елки. В каждом селе и городе она была своя, особенная, а кое-где даже чересчур. Наша новогодняя красавица. Считанные дни до праздника, а говорить о своей главной городской елке без иронии жители Емвы просто не могли. Ужас, а не елка. Лысая и дохлая. Значит, деньги есть елки туда-сюда возить, а купить искусственную нет? Сравнивали свою елку емвинцы и с Пизанской башней, мол, уровень ее наклона практически такой же. Бдительные горожане отреагировали тут же, оперативно сняли видео и прислали в нашу редакцию. Глава района пытался быть убедительным. Почему не смогли сделать в понедельник? Потому что решили рационально использовать ресурсы. То есть, чтобы убрать старую, нужно было провести новую, чтобы несколько раз не гонять технику. И все же у этой истории случился красивый хэппи-энд. Пушистая и аккуратная елочка сменила свою невзрачную коллегу и возвысилась над главной площадью района. Реакция снова была моментальной. Совсем другое дело. Пышная красавица. Ой, какая красивая елка. Очень красивая. А вот в Ильгарте, центре Сыктывдинского района, над тем, где раздобыть главный символ Нового года, гадали, похоже, не слишком долго. Это территория больницы, которую несколько лет украшают две статные красавицы. Их когда-то посадила фельдшер лечебного учреждения для души. Но местные власти решили срубить одну из них. Я собственноручно посадила эту елку. Собственноручно посадила эту елку. И что, и вашу елку хотят забрать? Не отдам, я ее грудью встану, буду защищать. Родную елочку фельдшер отстояла. Странной попыткой вырубки зеленого массива заинтересовались правоохранители. А елка, которая в итоге украсила местную площадь, хоть и понравилась немногим, негативной реакции не вызвала. А это уже Ухта. Здесь зажгли сразу 4 елки, и все как на подбор. Главная городская ель и ледяной городок разместились на Комсомольской площади. А Ухтинский государственный технический университет установил лесную красавицу на площади около главного корпуса. Ее в шутку и окрестили елкой с 2 высшими образованиями. «Выжми свою елку» поставили торжественно, и претензий у активистов не возникло. А вот на Удре местным властям от жителей досталось крепко. Только в Усогорске критиковали не размер и пышность, а стилистическое оформление. Ну что за безвкусица, писали общественники в соцсетях. Ну можно было хотя бы украсить красиво. Нет игрушек, тогда гирлянды бы хоть повесили аккуратно, равномерно. Это кошмар. Вам нужны игрушки, скажите куда, и мы всем поселкам вам принесем украшения для елки. А в Воркуте главная ель горожанам сразу полюбилась, в отличие от Снегурочки и Деда Мороза. Сразу после открытия ледового городка куклы со светодиодной подсветкой исчезли со своих мест. Есть версия, что проблема в маленьких непропорциональных телу головах новогодних персонажей. Зато фигуры главного символа 2018-го собак высотой более 4 метров здесь побили все рекорды. В Сыктывкаре прямо на Стефановской площади залили импровизированный каток. Главная же елка республики – просто эталон красоты. Везли из Краткироса ее 3 дня, подвела погода. Из Инты, Печоры и Усинска негатива в соцсети не поступало. Значит, елки пришлись по вкусу, а новогодние праздники удались. Самым ярким элементом празднования Нового года в нашем регионе стала республиканская акция «Добрый Новый год». Гости нашей студии не только организаторы, они очевидцы всего творческого процесса. Но все-таки, Мария Алексеевна, можно ли сказать, что все получилось? Все ли были поставленные цели соблюдены, выполнены, достигнуты? Я думаю, со мной, наверное, согласятся все участники нашей акции. Да, нам все удалось. Нам удалось, самое главное, принести радость, принести праздник, принести такое некое предновогоднее настроение и как можно раньше людей окунуть, может быть, в сказку, может, уже в какие-то предновогодние хлопоты. На мой взгляд, все удалось. 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 На
и мероприятия для детей, и мероприятия для взрослых. Ну, мне кажется... Было ощущение, вот, как было ощущение уже праздника. Запуск происходил. Вот. Да. Вот до вроде бы такая тишина, вот появляемся, да, и уже остается другое настроение. Вот что-то такое, вот как такой результат. Такой эффект создавался. Григорий Иванович, вот вы говорили о том, что очень живо реагировали, очень понимающие у нас и подрастающее поколение. Но все-таки, может, есть какой-то вопрос, я не знаю, какой-то отдельный, может быть, ребенок, человек, который особенно запомнился? Так и не один. На самом деле, знаете, я могу сказать, что масса вопросов было очень глубоких, я уже сказал об этом, да, серьезных, духовных, и, что удивительно, от молодежи. Да, были абсолютно серьезнейшие вопросы о бессмертии, да, вопросы о том, как вообще работает слово, как мысль рождает слово, о музе, и в шутку, и всерьез. Да. Вот, представьте себе, ну ладно бы это задавали там взрослые мужчины, там, но это задавала молодежь, это школьники, старших классов задавали. Вот. Или были чисто политические вопросы, как, например, мы относимся к ситуации на Донбассе, да. Нужны ли наши войска в Сирии? То есть такие, ну, конечно, мы свои частные получается, мнения... аудитория исключительно задавала? Разные, совершенно разные вопросы. И тему разговора, да? Да. А какие-то, не знаю, договоренности на будущее? Ну вот вы сейчас же вас вживую увидели, может быть, говорили, ну приезжайте нам, пожалуйста, ну не знаю, хотя бы знаете, раз там же ведь масса полгода. людей пишущих. Мы даже проводили что-то типа консультаций, да, по мастер-классу. Были такие пару ситуаций. Запомнился, значит, молодой мужчина Винтеев, он сам писатель-фантаст. Не могу пока сказать об уровне его работ, но он мне даже свою книжку подарил. Вот, я ее прочту обязательно, да, посмотрю, что она собой представляет. Но вообще не только мы с творчеством приехали, нас встречала масса творческих и интересных людей, которые на месте сидят, вернее, не просто сидят на месте, а тоже творят. Тоже готовятся к Новому году, готовились с добром. Вот. К нашему приезду. Да, к нашему приезду готовились. И поэтому, ну, отклик, это не то, чтобы мы приехали такие, здрасте, встречайте нас, да, но и на местах мы обнаружили массу интересных творческих людей. Вообще очень порадовало, что было очень много молодежи. Я, конечно, вот за это благодарна, то, что к нашей акции присоединился коллектив «Лайм», молодежный абсолютно коллектив вокальный, и танцевальный коллектив из Ухты United Beat. Потому что действительно то, что ребята творили на сцене, вот именно то мастерство, то творчество, которое они показывали, это так заводило публику, кричали «Браво!». В Усинске ребятам подарили столько цветов. Меня, конечно, это очень порадовало, потому что, вот, наверное, все-таки нам, как работникам культуры, и у нас, как у работников культуры, наверное, основная задача прививать культуру именно к молодежи, чтобы как можно больше молодых людей приходили на концерты, приходили на спектакли, вообще приходили в учреждения культуры. Вот именно еще одна большая задача, которую нам удалось выполнить, это полные залы во всех городах, где были вот именно молодежные направления этих двух коллективов. Вот уж действительно не было недостатка, да. Там, чтобы кого-то собирать искусственно. Нет, никаких проблем. Всегда были аудитории, всегда были слушатели. И очень порадовало, конечно, что у нас такой, несмотря на то, что мы живем на севере, что у нас такой теплый, радушный, конечно, мне кажется, самый удивительный зритель. Потому что вот то тепло, работали по 12 часов, потому что выходили с паровоза очень рано, возвращались поздно, но всегда возвращались с большой такой теплотой и вот именно удовлетворением о том, что мы делаем. Очень много отзывов на акцию «Добрый Новый год» появилось в соцсетях. И буквально еще несколько цитат. Прикоснуться к творчеству талантливого творческого поезда, окунуться в мир прекрасной музыки профессионалов – это восторг. Зрители долго не расходились. В зале и вестибюле царила атмосфера доброты и искренности, улыбки и восхищения. Спасибо. Воркута любит вас. Огромное спасибо, нереально крутые, умнички, золотые ребята, вы остались в наших сердцах. В детской школе искусств Усинска «Аншлаг». В рамках республиканского проекта «Добрый Новый год» проходит концерт инструментального коллектива «Зарниёль» и певицы Виктории Пыстиной. Усинцы благодарны главе Республики Коми Сергею Гапликову за творческий подарок. После каждого концертного номера зал взрывался аплодисментами и криками «Браво!». Нереально крутой концерт, столько эмоций, позитива, наш город еще такого не видел. Мы очень хотим еще раз увидеть вас на Печорской сцене. Вы самые крутые, спасибо вам за этот вечер, он был незабываемый. Отзывов много, эмоций много, но все-таки что будет дальше с такой акцией?
Мне очень хочется, чтобы акция, которая родилась в 2017 году, чтобы она продолжала набирать свои обороты. Мне очень хочется, чтобы каждая новая акция, пусть она будет по другой тематике. Пусть это сегодня был Добрый Новый год, а совсем скоро юбилей республики. Может быть, она будет посвящена юбилею нашей республики. Может быть, она будет посвящена юбилею Победы. То есть тем можно выбрать очень много. Мне очень хочется, чтобы она развивалась, чтобы она была, может быть, еще масштабней, потому что действительно, вот сделав сейчас такое доброе, нужное дело для всей республики, мы еще раз убедились, что это необходимо всем нам. Спасибо большое, что пришли в студию. Всего доброго. Всего доброго. Республиканская акция «Добрый Новый год» красиво завершила год добрых дел в республике и открыла год добровольчества в России. Это были детали дня. Наш эфир можно посмотреть на сайте jurgen.rf или с помощью функции управления просмотром телевидения Ростелеком. Всего доброго. До встречи.